вами делаем на уроках искусства? Это? Рисовать. Рисовать, да. Давайте мы с вами вспомним, да, какие виды искусства мы с вами знаем. Пожалуйста. Скульптура. Скульптура. Пожалуйста, пожалуйста. Литература. Литература. Рисование. Музыка. Рисовать. Рисование. Замечательно. Но сегодня мы с вами будем говорить о двух видах искусства. И о каких сейчас вы мне скажете. Послушайте загадку. Два вида искусств живут неразлучно. И в красках гармония, и в звуках созвучия. Посмотришь вокруг, сразу музыка льется, а в звуках волшебные краски сольются. Скажите, как вы думаете, о каких двух видах искусств мы будем говорить? Музыка и рисование. Музыка и рисование. Давайте посмотрим, правильно ли мы с вами. Да, ребят, музыка и живопись. И мы будем с вами сегодня говорить о таких... Как вы думаете, можем ли мы услышать живопись? Услышать живопись? Не можем. А можем ли мы увидеть музыку? Нет. Тоже не можем. Хорошо, хорошо, это ваше мнение. Скажите, пожалуйста, что вы видите на изображении? Так, пожалуйста. Времена года. Времена года. Сразу мы с вами отгадали. И это тема нашего сегодняшнего урока. Времена года. Давайте мы с вами посмотрим. Времена года. Итак, сейчас мы с вами должны определить цели и задачи, чем мы будем заниматься на уроке. Пожалуйста, вы смотрите и мне говорите, чем мы будем заниматься. Пожалуйста. Будем петь. Мы будем петь. Мы будем заниматься книгой. Заниматься книгой? Так, мы будем петь, мы будем слушать музыку. Так, еще. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну? Кто? Мы будем коллективно работать. Командная работа, да? Коллективная работа, да? Кто-то еще сказал, на чем-то играть будет? На пианино? На скрипке играть будем? А вот этот вопросик, как вы думаете, он что может Задавать давать? вопросы. Задавать вопросы? Рисовать. Рисовать. Так, друзья мои, вы правильно говорите, да, может быть, мы будем и играть. Почему вот у меня инструменты различные, какие это инструменты? Барабан, пианино, но я понимаю, вы не все можете знать, потому что мы еще с вами все инструменты-то и не проходили. Так, вы сказали коллективная работа, а вот это что за такие смайлики? Что это? Это наши эмоции. Конечно же, мы должны получать с вами эмоции. Ребят, но у нас еще есть одна основная задачка такая. Давайте мы посмотрим, что еще мы будем с вами делать. Рисовать будем? Хорошо. Ага. Мы будем, возможно, можем собирать что-то, рисовать, да? Раз это музыка и живопись, это, конечно же, картины какие-то, изображения и музыка. Друзья мои, посмотрите, пожалуйста. Вот они почему-то как-то вместе и как-то врозь. Да? Я вам дам такое задание. На одну секунду закройте глазки и представьте цветок. Секунда прошла. Так, какой цветок вы представили? Какой цветок ты представила? Ромашку. Кто еще какие цветки? Пожалуйста. Подсолнух. Пожалуйста. Колокольчик. Колокольчик. Розу. Розу. Тюльпан. Мак. Мак тоже. Друзья мои, я вас попросила, пожалуйста, одуванчик. Я вас попросила представить себе цветок. И вы представили. Но кто-то представил один и тот же цветок, а кто-то представил
Разные. А почему мы так могли представить? Как мы так могли увидеть этот цветок? Закрыли глаза и увидели. У каждого свое воображение. У каждого свое воображение. Замечательно. Это наша будет основная, ребят, задача. Мы будем учиться воображать, представлять, видеть. Так, хорошо. И раз уж мы с вами говорим о изобразительном искусстве и о временах года, такие картины, они называются пейзажами. А тот, кто их пишет, это пейзажист. Ну, я думаю, вы это знаете. Скажите, пожалуйста, вы любите путешествовать? Да. Любите. Глазки горят, прям супер. Друзья мои, сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие и познакомимся с одним из композиторов. А кто такой композитор? Это? Это человек, который создает мелодии. Да, это человек, который пишет музыку. И мы с вами отправимся в путешествие для знакомства. Но замок закрыт. Дверь закрыта на замок. И что вы видите? Что вы видите? Ключи. Различные ключи. Что это за ключи? Это Инструмент. Что это? Да, это инструменты, да, которыми можно что-то делать. Это обычный ключ. А нам что, необычный нужен? Ну и откроем дверь вот этим ключом. Нам нужен музыкальный. Нам нужен музыкальный ключ. Есть ли он тут среди инструментов? А с каким он номером? Под номером 5. Как называется этот ключ? Скрипичный. Молодцы, молодцы. Посмотрим. Браво. Мы подобрали верный ключ, и наша дверь откроется. Так, и мы с вами попадаем в дом-музей Петра Ильича Чайковского. Ребят, что такое музей и что может в нем быть в музее? Что может, пожалуйста? Могут быть разные находки в разных музеях. В разных музеях, да, но в каждом свой... Там могут там древние. Какие-то вещи древние, да? Что еще? Можно скульптуры? Могут быть, конечно, могут. Ископаемые. Да, в музее может быть все. Но если мы попали в музей Петра Ильича Чайковского, как вы думаете, что там может быть? Композиции. Его сочинения, его композиции. Естественно, да, правильно вы увидели, что это пианино, но в данном случае это рояль. Да, рояль. Да, слышали такое? Конечно, слышали. Итак, ребят, Петр Ильич Чайковский. Это русский композитор. Пожалуйста, откройте свои тетрадки и запишите сегодняшнее число и пропишите это фамилия, имя, отчество. Петр Ильич Чайковский. Петр Ильич Чайковский. 1840 год, 1893 год. Это русский композитор, музыкальный педагог, дирижер. Я вам пропишу. Петр Ильич Чайковский. Угу. Ребят, скажите, пожалуйста, что значит дирижер? Угу. Что значит дирижер? Пожалуйста. Тот, кто управляет оркестром. Оркестром или... А что такое оркестр? Это кто такие? Это люди, которые играют на разных... Это музыкальный коллектив, играющий на разных музыкальных инструментах. И среди них есть дирижер. Для чего он нужен? Чтобы управлять. Чтобы все играли. Чтобы все... А что значит синхронно? Это значит одновременно. Это значит вместе. Замечательно.
Итак, Петр Ильич Чайковский, он родился в поселке Воткинск, так назывался он, да, и Российская империя, то есть в России. Его мама играла на пианино, а папа как раз-таки был директором этого завода, Воткинск, который так и назывался. Вот. Мальчик, знаете, ребят, у людей бывает иногда, не сразу они становятся музыкантами, сперва любителями. Чем отличается любитель от профессионала, пожалуйста? Профессионалы исполняют музыку, а любители слушают ее. Так, да? Хорошо. Профессионалы ее создают, а любители ее повторяют. Любители ее повторяют, да? Да, они любят. Профессионалы — это те люди, которые знают свое дело. Но, ребят, так как у нас сегодня тема урока какая? Времена года. Мы и будем с вами говорить о временах года. Ребят, Петр Ильич Чайковский создал такой альбом, который так и называется «Времена года». Сколько у нас времен года? 4. Но пьес в этом альбоме 12. Почему, как вы думаете? Почему? В каждом месяце, да, совершенно верно, в каждом времени года у нас по 3 месяца, а у нас их 12 месяцев в году. Ребят, вот он и создал этот альбом «Времена года». Но когда-то был такой музыкальный журнал, вот, и в этом журнале печатались всякие музыкальные новинки, сведения о ком-то. И Чайковский, он тоже написал для этого журнала свои вокальные произведения. Вокал — это что? Пение. Пение, совершенно верно. Но к нему поступило такое предложение написать пьесы для времен года. И создатель этого журнала, он даже написал название каждой пьесе. А Чайковского попросил написать музыку к этим названиям. Ребят, времена года Чайковского — это его дневник. Что такое дневник? Вот, что такое дневник? Так, работаем все, пожалуйста. Это такая тетрадь, где можно записывать. Да, друзья мои, совершенно верно. Вот именно в этих временах года Петр Ильич Чайковский как раз отображал свои яркие какие-то картины. Он описывал картины природы, он описывал жизнь, быт людей, городскую жизнь, деревенскую жизнь, да, как люди жили, и историю России. Ребят, каждое время года имеет, каждая пьеса имеет свое название по месяцам. Откройте, пожалуйста, свои учебники, и это будет страничка. Так, это будет страничка, у меня 76-я. Так, быстренько 76-ю страничку откройте, пожалуйста. И, так, вижу, уже открыли, готовы. Быстрее, пожалуйста. Так, все открыли, да? Все, открыли. Итак, слушайте, пожалуйста, задания. Первая группа. Я вам дам на это задание 30 секунд. Слушайте, вы смотрите на картину. Я сейчас скажу, кто на какую. Даете ей название этой картине. Называете автора. Что изображено на этой картине и какое время года. Так, вы первую картинку, вы смотрите на вторую картинку, ваша команда смотрит на третью и ваша на четвертую картинку. Так, я засекаю 30 секунд. Давай золотая.
Ваше время закончилось. Итак, пожалуйста, я вас слушаю. Как называется картина, что на ней изображено и какое время года? Обсуждения закончились. Пожалуйста. Взятие снежного городка. Так, хорошо. Зима. Время года зима. Время года зима. Что изображено на этой картине? Люди, тут люди толпами собрались. Угу. И один человек разрушает этот весь снег, который построил. Угу. Так, хорошо. И время года зима. Так, пожалуйста, ваша картина. Говорите, пожалуйста, погромче. Подснежники. Подснежник. Тающий снег. Тающий снег. Угу. Какое время года? Весна. Это время года весна. Так, пожалуйста, ваша картинка. Ваше изображение. Синокос. Это время года весна. Угу. И люди... Весна ли? Лето? Это же весна. Это? Это лето. Это Они пашут землю. лето, да? Как изображение лета. Так, пожалуйста, ваша картинка, изображение. Это? Осень. Так. Угу. На нем изображены. На этой На картине. этой картине изображены деревья, на них красивые лепестки, желтые, красные, оранжевые, возможно, и желтые. Хорошо. Это свойственно времени года осени, да? Так, вы видите, что каждая из изображений подписана так, как оно называется. Вот именно с такими названиями и пришли на эти названия к Петру Ильичу Чайковскому, когда он стал создавать этот цикл, стал писать музыку к временам года. Ребят, перелистните, пожалуйста, страничку. И у вас внизу, вот здесь, где вы увидите пьеса «Апрель». «Подснежник». Сегодня мы поговорим о ней, потому что все 12 пьес послушать, конечно, нам не хватит времени. Поэтому мы с вами поговорим о этом месяце. И, пожалуйста, ребят, у нас не только есть название, картина и музыка, но еще стихотворные строки. Какой вид искусства к нам еще пришел? Литература. Конечно, для того, чтобы произведение было насыщенным, более красочным, более понятным, получается, какие 3 вида искусства здесь есть? Это музыка, пожалуйста, живопись и литература. Так, пожалуйста, начните читать строки, которые уже на страничке 9. Громко. Да. Голубенький и чистый, подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок. Продолжи, пожалуйста. Последние слезы о горе было, и первые грезы о счастье. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете эти строки? Вот что хотел до нас донести поэт, написав эти строки? Пожалуйста. Как уходит зима? Как уходит зима, Подснежники появляются. как приходит весна, потому что... Подснежники. Ага. Подснежники появляются. Да, появляются подснежники, да? Пожалуйста. Что плачет и зима уходит. Из-за зимы плачет. Да, да, можно и так, да, это наше воображение, мы можем понять это все по-своему, да. Так, друзья мои, сейчас мы послушаем эту музыкальную композицию и потом о ней поговорим. Угу.
Так, пожалуйста, какая была музыка? Давайте мы охарактеризуем музыку. Так, пожалуйста. Быстрая. Быстрая, Спокойная. спокойная, Грустная. грустная. Так, какая? Печальная. Печальная. Скажите, пожалуйста, а какой звучал инструмент? Скрипка. Скрипка? Рояль. Пианино. Пианино, да? Пианино. Ребят, и вы сказали верно. Этот музыкальный цикл, он написан для фортепиано. Что такое фортепиано? Не знаете, как переводится? Я что-то забыла. Вот это вот. Вот это. Как? Да. Это Форте это громко, а пиано это тихо, да. Ребят, этот цикл написан только для фортепиано. Так, ну мне бы хотелось побольше, чтобы вы еще поговорили о музыке. Почему она апрелю свойственна? Может, это май, а может это... Ну, что вы услышали? Апрель это середина весны, когда все расцветает. Все густо расцветает. А как это в музыке отображается? Как? природа живая. Природа оживает. А музыка какая? То грустная, то веселая, да? Еще какая она? Нежная. Вот что мне нужно. Пожалуйста, какая? Приятная, да? То есть ласкает, да, наши ушки. Конечно, приятная, нежная. Еще какая? Не слишком громкая, не слишком тихая, да? Похожа она на весну или может быть? Да, похоже. Да, очень. А как вы так узнали? Откуда вы слышите музыку и понимаете, что это весна? Потому что обычно, когда расцветают всякие растения, используется нежная и тихая музыка. Используется нежная и тихая музыка. Так, замечательно. Но мы с вами... Что? Мы узнали, что это апрель, потому что так она называется. А, потому что так она называется. По названию, по словам и по музыке. Так, друзья мои, мы с вами немножко засиделись, и давайте с вами представим, раз вы сказали, что мы сегодня воображать будем, представлять. У вас на партах лежит музыкальный инструмент. Какой? Это разве фортепиано? Это электронное пианино. Вот, даже точно сказали. И наши веселые котята пришли с нами немножечко поиграть. Посмотрите, как они играют. Мы тоже можем играть? Да. А без музыки сможем играть? Нет, положите удобно, уберите учебники, положите удобно инструмент перед собой. Так, слова быстренько пробегитесь по словам. Секундочку, да? Мы с вами будем не только петь, но и себе аккомпанировать, себе будем играть. Так, попробуем? Попробуем. Мы маленькие нотки играть, есть сиротки. Много песен знаем, и вместе распеваем. До, ре, ми, соль, ля, си, спеть любую
Хорошо. Убрали свои инструменты. Получилось у вас представить, что вы играете? Так, а теперь такое задание. Ребят, Петр Ильич Чайковский, великий композитор, который сочинил много произведений музыкальных. А мы с вами, как вы думаете, можем быть композиторами? Можем, конечно, можем. А мы можем с вами угадать время года под какую-то музыку, увидеть это время года? Можем? Так, и сейчас такое задание. Ребят, я включаю музыкальную композицию. У вас на партах есть формат А3, да, вот этот листок. 4 конверта, послушайте внимательно. 4 конверта, на них написано, что вы, наверное, уже увидели. Времена года. В каждом конверте свое время года. Не подглядывать друг у друга. По слушанию композиции вы выберете, как вы думаете, какое время года изображают звуки. И у вас есть клей, вы приклеиваете это, как пазл, да, как мозаику должны собрать, но свое время года. На это задание я вам, ребят, даю 2 минутки. Так, слушаем музыку. Какое время года вы представляете? Не надо ничего говорить. Начинаем работать. Время пошло. Лен Валезов. Время. Возьмите нужный вам конвертик, как вам кажется. Не все, только один. Складываем и приклеиваем, ребят. Только один. Нет, только один. Я же сказала вам выбрать только время года одно, которое звучит под эту музыку, как вам кажется. Представьте его себе, это время года. Быстрее, ребята. Минутка прошла. Так, ребят, все, закончили. Пожалуйста, как вы думаете, какое время года вы услышали? Осень. Да, услышали время года осень. Так, у вас время года зима. Покажите свою картинку, что у вас получилось. Так, у вас время года осень. У вас время года осень. Ребят, видите, вы слушали каждый по-своему, но кто-то подумал, что это зима, но кто-то подумал, что это осень. Так, друзья мои, у нас получилось, мы услышали 2 времени года. Сегодня мы с вами, знаете, ребят, у каждого из нас любимое время года свое, верно? И мы не можем об этом спорить. Так, скажите мне, пожалуйста, сегодня мы ставили с вами какие цели и задачи? А ты какой из них правильно? Так, все правильные, ребят, у нас у каждого, мы же сказали, что у нас у каждого свое воображение. Так, какие цели и задачи мы сегодня ставили? Развивать свое воображение. Как мы его развивали? Представляли что? Представляли цветы, хорошо. Играли на электронном пианино, еще. Так, еще. Как мы воображали? Что мы еще делали? Слушали музыку и представляли картины. Так, еще у нас, вспоминайте, что было в целях и задачах. Командная работа, еще. Еще. Мы складывали пазл. Да, так.
Так, мозаику складывали. Скажите, пожалуйста, ребята, с каким композитором мы сегодня с вами познакомились? Петр Ильич Чайковский. Так, друзья мои, у вас на партах есть тесты. Я вам даю 1 минутку, чтобы вы... Так, у вас есть тесты. Быстренько ответили на вопросы, и я вам покажу оценивание. Значит, если нет ошибок, это 5. Если у нас 1 или 2 ошибки, это 4. Ну а здесь мой вопросительный знак с большими глазами. По-другому быть не может. Так, быстренько, время уже пошло. Я закончил. Быстрее, молодцы. Так, сейчас, когда вы закончите, поменяйтесь листочками с парой напротив. Поменяйтесь листочками с парой напротив, и мы быстренько проверим. Угу. Да. Быстрее, давай уже. Так. Ребят, время ваше заканчивается. Да, правильно. Быстрее, быстрее. Так, поменяйтесь листочками с парой напротив. И мы сейчас с вами проверим. Проверять вы будете сами. Так, пожалуйста, задайте вопрос второй группе. Быстренько, первый вопрос. С каким композитором мы познакомились на уроке? Так, пожалуйста, отвечаем. Петр Ильич Чайковский. Второй вопрос задавайте третьей команде. Для какого инструмента? Нет, они вам задают. Для какого инструмента написан цикл «Времена года»? Фортепиано. Так, хорошо, ваш вопрос. Каких двух видов На уроке. О каких 2 видах искусства сегодня говорили? Живопись и музыка. Ваш вопрос сюда. Следующий вопрос. Следующий, читайте вопрос. Какую песню исполняли на уроке? 4 сезона. Замечательно. Так, еще есть вопрос? Последний, да, по-моему? О каком месяце шла речь на уроке из цикла «Времена года»? Апрель. Хорошо. Так, друзья мои, у вас на партах, пожалуйста, поставьте оценочки. А я потом посмотрю. Поставьте оценочки. Угу. Так, у вас есть на партах бумажки с рефлексией. Пожалуйста, ответьте на вопросы. Так. Так, сегодня на уроке я узнал, открыл для себя, научился, смог, могу похвалить себя и своих одноклассников. Быстренько. Сегодня на уроке я. Найдите здесь где-то. Угу. Так, быстренько, полминутки. Время ваше закончилось. Кто готов ответить? Мы послушаем один ответ, ребят, и потом я соберу, посмотрю. Пожалуйста. У меня рефлексия зеленый. Узнал, открыл для себя композицию 4 сезона. Композицию 4 сезона. Так, чему научился, смог? Что смог? Я научился по композициям различать времена года. Замечательно. И за что ты можешь похвалить себя и своих одноклассников? Что командная работа Командная работа. была. И никто друг друга Замечательно. не перебивал. Так, друзья мои, я потом обязательно прочитаю, сейчас соберу. Скажите мне, пожалуйста, мы сегодня справились с нашими задачами? Да. Как вы считаете? Да. Справились? Ну, мы научились, Теперь у меня такой вопрос. Можем ли мы услышать живопись? Нет. Услышать живопись? Да. Услышать? Да. Да. Можем. И мы сегодня в этом с вами убедились. Как? Каким образом? То есть мы что слушали?
Музыку мы слышали, слушали музыку и воображали. Замечательно. У меня есть такой для вас сюрприз. Вот такая шкатулочка. Она непростая. Она... И в этой шкатулочке есть золотые нотки, которые помогут вам придумать вашу музыку, придумать вашу картину. И это все будет для вашей души. Так, встали. Друзья мои, я хочу поблагодарить вас за урок, за активность. И как у вас настроение? Получили ли вы удовольствие от урока? Да. Получили? Я тоже получила удовольствие от вас. Мне было приятно с вами познакомиться и работать в первый раз. Спасибо. Садитесь, пожалуйста.